Уважаемый господин министр, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Я очень рад вас снова видеть. И прежде чем мы начнем беседу, сразу же хочу вас попросить передать дружеский привет председателю Китайской Народной Республики, нашему хорошему другу, господину Си Цзиньпиню. Мы ждем его в России по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой. Мы вместе отметим этот юбилей и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией. Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе и при прямой поддержке наших министерств иностранных дел. Знаю, что у вас большая насыщенная программа визита. Прежде всего, связана она с подготовкой приезда в Россию председателя Китайской Народной Республики. Мы подготовим хорошую, насыщенную программу. Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжественных мероприятиях, но это будет еще и отдельный визит. Председатель Китайской Народной Республики будет у нас основным гостем. И у нас будет возможность поговорить и о текущем состоянии двухсторонних отношений, и обсудить наше взаимодействие на международных площадках, среди которых, конечно, прежде всего мы выделяем ООН, Совет Безопасности ООН, а также Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС и ряд других площадок, на которых мы совместно и успешно работаем. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать, господин министр. Уважаемый президент Путин, спасибо вам за то, что нашли время для встречи. Прежде всего, позвольте передать вам самый теплый привет от вашего давнего друга, председателя Си Цзиньпина. С начала этого года председатель с вами поддерживает плотные контакты. Под вашим руководством развиваются двусторонние отношения, планомерно продвигается многогранное сотрудничество, углубляется международное взаимодействие между нашими странами. Благодаря личному вниманию, усилиям наших лидеров постоянно укрепляется политическое взаимодоверие, уплотняется стратегическая координация, углубляется практическое сотрудничество, гарантируется великое дело национальных возрождений наших стран, защищаются наши общие интересы в актуальных международных региональных делах. Сотрудничество между Китаем и Россией никогда не нацелено против третьих сторон и не поддается помехам извне. Мы не будем топтаться на месте по развитию двусторонних отношений. Перед нами самая широкая перспектива. Наша дружба носит не конъюнктурный характер, а долгосрочный характер. Вы правильно отметили, в этом году исполняется 80-летие Великой победы в антифашистской войне, 80-летие основания ООН 80 лет назад. В Европе, Азии, на главном фронте китайский и советский народ отважно воевали, понесли тяжелые национальные потери и разгромили милитаристскую Японию и нацистскую Германию, внесли серьезный вклад в дело мира человечества. Спустя 80 лет сегодня мы должны объединяться вместе отстаивать итоги Второй мировой войны, а также послевоенное мироустройство и ООН-центричную международную систему вместе продвигать многополярности мира и демократизации международных отношений. Господин президент, вы правильно отметили, что главной задачей моей нынешней поездки является подготовка к визиту председателя Си Цзиньпина, его участию в торжествах, которые состоятся в начале мая. В преддверии встречи с вами сейчас мы с министром Лавровым уже всесторонне сверили часы по подготовке этого визита. В целом, можно сказать, что подготовка идет вполне успешно. Мы идем в назначенном русле. Сегодня у нас очень хорошие возможности, чтобы лицом к лицу выслушать ваши ценные мнения, о которых я доложу лично председателю. Уверен в том, что предстоящий
поездка председателя в Россию, а также ваша поездка в Китай обязательно 以及之后的 придаст новый импульс в развитии двусторонних отношений. Благодарю вас. Спасибо.